Мой ребенок пошел в школу и теперь будет учиться на эстонском языке. Он же не справится. Эти слова мы слышим как минимум последние лет 10. Но предыдущие пару лет они звучат все громче и громче. Меня зовут Ирина, и сегодня я спрошу эксперта о том, чего за ними больше – эмоций или реальных причин. Здравствуйте, меня зовут Анна Улексина. Я являюсь преподавателем в школе неформального образования Oma-Irakol, где мы преподаем иноязычным детям предметы на эстонском языке. И сегодня я постараюсь рассказать вам, как поддержать ребенка в начале его школьного пути, и, конечно, затрону также очень важную тему, как не потерять уровень родного языка и культуры. И когда ребенок идет в первый класс, поверьте, он не думает о том, справится он или нет. Перед ним открываются ворота в новый мир, полный открытий и приключений. Больше переживаете за это вы, родители, бабушки, дедушки. Дорогие бабушки и дедушки, не переживайте, ваш ребенок справится. Главное, чего он от вас ожидает, это поддержки, это чувство уверенности, стабильности и также того, что вы будете рядом, позитивно настроенные. А что вы скажете родителям, какая стратегия работает лучше всего? Я посоветую так. Постарайтесь свести свою роль в школьной жизни ребенка к минимуму. Дайте ему возможность самому разобраться, что и как работает в школе. Это же его путь. И дайте ему этот путь пройти самостоятельно. Конечно, вы хотите помочь. Это очень хорошо, и помогайте, если вы можете. Но все-таки оставьте ребенка немножко в покое. Это его путь. А если я как родитель не очень хорошо владею эстонским языком, я все равно как-то могу помочь своему ребенку? Самое главное, чтобы вы не показывали свое, может быть, негативное отношение к эстонскому языку и к переходу на эстонский язык. Конечно, это для вас страшно, но оставайтесь позитивно настроены. И дома, если вы не уверены в уровне своего эстонского языка, не разговаривайте с ребенком по-эстонски. Ведь для ребенка важно слышать правильную эстонскую речь, а это направит его развитие языка именно правильно. Также, но вы можете помочь. Как вы можете помочь? Например, вы можете играть с ребенком дома в школу. Пускай он вас учит эстонскому языку. Ходите по квартире, гуляйте по городу и спрашивайте, как то или иное слово звучит по-эстонски. Также вы можете помочь ему, если вы создадите дома баночку новых слов. Это может быть из любого материала и любой формы, или баночка, или коробочка, куда вы начнете сначала складывать по одному новому слову, а потом уже по прошествии времени по 3-4 новых слова, которые он выучил за этот день. Вначале помогайте ему, так как он первоклассник, помогайте ему записать эти слова, а потом он уже будет самостоятельно записывать слова. В течение дня просто открывайте баночку, вынимаете любое слово и вспоминаете, что оно значит. Многие родители переживают. Мой ребенок вот уже целых 3 месяца ходит в школу, но мы не видим никакого прогресса. Наверняка он не справляется, ничего не понимает, и вообще надо что-то с этим делать. Как показывает ваш опыт? Часто ли случается такое, что ребенок совсем не справляется с учебой на неродном для него языке? Да, конечно, дети разные. Есть более активные, более общительные дети. У них язык действительно развивается быстрее, а с ним же и знания. У более стеснительных, скромных детей, менее общительных, этот путь более долгий. Но это не значит, что какой-то ребенок способнее другого. Нет, просто у каждого ребенка свой индивидуальный путь. И на своем опыте я могу сказать, что у некоторых детей этот период молчания, когда ребенок не говорит вообще на эстонском языке на уроках, может длиться до года.
а может длиться и 2 года. И на моем опыте как раз был ученик, который 2 года сидел на уроках, не говорил ни слова по-эстонски, а в 3 классе заговорил уже готовыми предложениями. Вы не забывайте, что учитель создает в классе такую атмосферу, когда ребенок, хочет он или не хочет, неосознанно, но он запоминает те слова и фразы, которые пользуются на уроках. И в самый нужный для ребенка момент он может эти фразы вспомнить. А вот еще один частый вопрос. Родители спрашивают, а домашку? Нужно ли делать домашние задания вместе с ребенком? К счастью, в большинстве школ в 1 классе домашних заданий нету. Но если вдруг учитель дает вам домой какое-то задание, если вы хотите, если вы можете, ну, конечно, вы можете помочь. Но мой совет – оставьте это ребенку. Пускай он посидит, пускай он сам поковыряется в домашних заданиях. Вам даже не обязательно это проверять. Мы же в классе все равно это проверяем. Если вдруг вы боитесь, что мой ребенок ничего не сделал, пришел в класс, и все будут на него пальцем показывать. Нет, ни в коем случае. Этой задачи ни у учителей, ни у детей не стоит. Все домашние задания разбираются в классе тихо и спокойно. За это не переживайте. Но если все-таки просят о помощи ребенок, вы можете помочь, ну, конечно, помогите. Также я очень советую выбирать время, точнее дать выбор ребенку, выбрать время, когда он будет делать домашнее задание. Например, давай ты сейчас сделаешь математику, а потом мы поиграем в настольные игры. Или сначала, как ты думаешь, сначала поиграем с тобой в настолку, а потом сделаешь математику. И смотрите, что выберет ребенок. Конечно, может случиться такое, что ребенок выберет игру сначала, и потом скажет, не хочу домашку больше делать, я устал. Тогда надо напомнить о договоренности. Ведь эта договоренность была с ним, и выбор был его. И именно то, что вы не отступите от этих договоренностей, превратит это все в рутину. Конечно, это не панацея для всех семей, но я советую попробовать эту методику всем семьям абсолютно. Есть еще один такой общий страх, что когда ребенок начинает учиться на 2 или на 3 языке, он совершенно забудет свой родной, и у него оба языка останутся недоученными. Что вы скажете про это? Родной язык и поддержка культуры и родного языка в ваших руках, конечно. Это очень важно. Хороший уровень родного языка является основой и базой для того, чтобы ребенок осваивал легко и просто все остальные иностранные языки, в том числе и эстонский язык. Умение составлять на родном языке предложения, понимание того, как строятся грамматические фразы, как нужно использовать оттенки слов. Это все поможет ему в будущем влиться легко в новую языковую среду. Большое спасибо, Анна. И я еще дополню, что ценные советы от вас будут приложены к этому видео в форме текста, и родители смогут их прочитать и узнать еще больше. Спасибо.